Татарстан – земля с тысячелетней историей, богатая природными ресурсами и обладающая уникальным культурным наследием. Это один из самых экономически развитых и привлекательных для туристов субъектов страны. Здесь можно окунуться в особый образ жизни со своей кухней, музыкой, модой, искусством, архитектурой, умением отдыхать и веселиться, открыть для себя особенную, ни на что не похожую землю, которую еще называют край тысячи и одного удовольствия. Столица республики Казань по праву носит титул третьей столицы России. Два десятка забитых до отказа бизнес-центров и технопарков. Единственный в стране высокотехнологичный город-спутник. Автоинформаторы в автобусах, вещающие на 3 языках, и самая высокая концентрация айтишников. Казань сегодня по праву считается самым инновационным миллионником страны. Электронный документооборот здесь начали внедрять еще до появления даже прообраза госуслуг. Forbes включал столицу Татарстана в рейтинг лучших городов страны для ведения бизнеса. Да даже дети здесь соревнуются за звание чемпиона игр будущего. Казань сегодня – это пилотная площадка. Город открыт для внедрения любых технологий и опробирования любых информационных систем. Безусловно, самый крупный инновационный проект – город-спутник. Один из самых необычных городов России стал идеальной иллюстрацией книгам писателей-фантастов. Роботы размером с крупную собаку передвигаются по улицам как пешеходы, спеша доставить посылку или заказ. По дорогам разъезжают автомобили-беспилотники, а все жители общаются друг с другом и представителями мэрии в общем чате. Иннополис в Казани – один из новейших городов современной России и единственный, население которого почти полностью состоит из IT-специалистов. Интересно, что в свое время Иннополис возглавлял Николай Никифоров, экс-министр связи России. Он, кстати, в свое время запускал в Мирнинском районе Якутии ЛТЕ-связь и запускал первый ВОЛС в регионе. Свое начало удивительный город берет в 2012 году. Дмитрий Медведев, который в ту пору был президентом России, и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заложили капсулу с посланием жителям. Впоследствии на этом месте и вырос Иннополис. Генеральный план города был сделан под руководством Лиу Тайкера, одного из главных архитекторов Сингапура. Сердце Иннополиса – университет. Именно его здание появилось первым в 2013 году. Тогда же в город приехали и первые студенты. Сегодня в Иннополисе проживает порядка 3800 человек. В городе есть все необходимое для жизни: школы, детские сады, медцентр, спорткомплекс, отделение банков, почта, несколько супермаркетов, баров, пиццерий и кафе. Жители могут воспользоваться услугами автомойки, купить лекарства в аптеке у дома или даже зарегистрировать брак в местном ЗАГСе. С Казанью Иннополис связывает автобусный маршрут. Сам город стал первым в Европе, где можно воспользоваться беспилотными автомобилями для повседневных поездок. На территории города функционирует особая экономическая зона, дающая привилегии и льготы для размещающихся на ее территории компаний. Здесь нет своей полиции, зато есть участковый. Также следить за порядком помогают дроны, патрулирующие территорию города с воздуха. Важнейшая точка Иннополиса – университет, в котором обучаются порядка 900 студентов. Все занятия проходят на английском языке, все специальности здесь связаны с информационными технологиями. Обучение платное и бюджетных мест не предусмотрено, однако талантливые студенты могут получить грант, покрывающий до 100% стоимости. Интересно, что студенческие общежития соединены со зданием университета крытыми галереями. Никакого дресс-кода здесь тоже нет, поэтому студенты могут приходить на занятия хоть в халате и тапочках. Некоторые, кстати, так и делают. Учебный процесс сложный и насыщенный, поэтому, чтобы студенты не отвлекались и тратили меньше времени на бытовую рутину, в их комнаты в общежитиях раз в неделю приходят сотрудники клининговой службы. В городе построены и работают 2 технопарка имени Лобачевского и имени Попова. По сути, это бизнес-центры, где находятся офисы компаний-резидентов Иннополиса. Попасть в них, конечно, нельзя, но общественные помещения, находящиеся в этих зданиях, открыты для всех. В них расположены кафе, кофейни, столовые, лаунж-зоны, отделения почты и банков.
Иннополис – город, куда будущее приходит раньше, чем в другие уголки страны. Здесь тестируются новейшие разработки ведущих IT-компаний. Роверы, они же роботы-доставщики, появились в инфополисе раньше, чем где это ни было. Здесь их тестировали, в том числе и местные жители. Вот такие вот небольшие коробочки на 6 колесиках с ярким опознавательным флажком. Кстати, полноценные участники дорожного движения. Они двигаются по тротуарным и пешеходным дорожкам, переходят дорожку по зебре и даже объезжают препятствия по газонам. В университете есть целая лаборатория робототехники, где создают механических помощников, роборуки, роботов-собак и многие другие. Попасть сюда туристу, к сожалению, невозможно. Даже не все сотрудники университета имеют доступ к лаборатории. Но увидеть робота может любой желающий. На фудкорте, который расположен в технопарке Лобачевского, заказ вам доставит робот-официант. Если роверы двигаются как обычные пешеходы, то вот такие беспилотные такси уже полноправные участники дорожного движения. Узнать их можно по вот этому необычному красно-черно-белому окрасу. Ну а рядом с водительским пустующим местом всегда сидит инженер, который и координирует действия этого автомобиля. У жителей Иннополиса и здесь есть преимущество. Они могут вызвать беспилотник, как обычное такси. Для туристов такой опции пока, к сожалению, нет. И если самый молодой город России открывает дверь в технологичное будущее, то его собрат, находящийся неподалеку, рассказывает о достижениях и открытиях прошлого. Свияжск – старинный уездный город в Татарстане. Существует легенда, что свой остров Буян Пушкин списал именно с него. Впрочем, едва ли это правда. Поэт никогда не был в этом городке. Экскурсоводы вам обязательно расскажут, что во время своего визита в Казань, уже после написания сказки о царе Салтане, Александр Сергеевич увидел остров из окон своей повозки и воскликнул: «Вот же он, мой остров Буян». Однако за правдивость этой легенды тоже поручиться никто не сможет. По легенде, Свияжск приглянулся Ивану Грозному, когда он в 1551 году возвращался в Москву после безуспешного штурма Казани. Остров показался ему удобной стратегической точкой, и царь решил построить здесь крепость прямо под носом у врага. Правда, как это сделать, непонятно. Решение было простым и абсолютно гениальным. Крепость построили под Угличем, разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на месте. Территорию острова омывают сразу 3 реки – Волга, Свияга и Щука. В советское время часть земель вокруг затопили воды Куйбышевского водохранилища, и Свияжск стал островом. Но недавно его соединили с большой землей насыпной дамбой, по которой проходит дорога. Сегодня на острове находится настоящий музей под открытым небом, часть экспонатов которого внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И начнем мы наше путешествие по острову с удивительного музея археологического дерева. Он расположен на восточной окраине острова, рядом с речным вокзалом. Его изюминка в том, что главные экспонаты – остовы деревянных изб, оград, детали конских упряжек и прочие предметы быта крестьян 16-19 веков находятся на своих исторических местах, там, где они были найдены археологами. Ну а здание музея было возведено вокруг всех этих бесценных находок. Оказавшись внутри музея, вы словно попадаете внутрь старинной русской деревушки. Вы пройдете по деревянным дорожкам, лавируя между избами, и поразитесь их размером. В таких маленьких домиках когда-то умещались несколько поколений семей. Увидите рабочее место археологов в процессе раскопок и узнаете много интересного о том, как наши предки возводили свои деревянные дома, выполненные причем без единого гвоздя, но крепкие настолько, что частично сохранились до наших дней. Старинные бревна, некоторые с ручками, как кружка великана, и можно пофантазировать, чем служило свияжцам. Что похоже? Табуретка. Зерно там, что-то подпирали. Может быть, да, или табуретка, кубик с ручками есть в уголке.
Или мололи зерном, говорят, такие ступы сохранились в деревнях. У бревна отсутствует середина, так что это мог быть даже водопровод грязный средневековье, не про Свияжск. Но подписи нет, так что простор для фантазии безграничен. Кто-то говорит, гантели, руки качать, тренажерный зал был у свияжцев. Находят археологи неопознанные объекты. Интересно, что сам Свияжск дал начало многим пословицам и поговоркам, которые все еще используются по всей стране. Уверен, что вы слышали выражение «убрать в загашник», то есть в самое укромное место. В древности в городе называли гашником пояс, который можно было набить всякой мелочевкой. Он сегодня тоже сохранился в экспонатах музея. Или вот, например, найденная обувь из цельного куска кожи, ее здесь называли поршнями. Она была дублена и медленно стиралась и позволяла быстрее передвигаться. Эти качества и легли в основу выражения «шевели поршнями». И таких примеров живого исторического наследия здесь сотни и тысячи. Этнографический музейный комплекс – один из самых интересных объектов центра Свияжска. На территории конного двора гости могут посетить действующую конюшню. В ней предлагают прокатиться верхом на лошади, а также проехаться по острову на карете. А входящая в состав комплекса ремесленная слобода – отличная возможность посетить ремесленные мастерские и попробовать себя в гончарном деле и тиснении кожи, а также почувствовать себя настоящим кузнецом, собственноручно отчеканив монету или выковав сувенир. Перекусить тут можно также очень атмосферно. Местный тематический ресторан предлагает своим гостям лучшие блюда национальной русской и татарской кухни. Раньше здесь располагался еще и храм, который взорвали в 30-е годы 20 века. Но интересна площадь не сколько своим историческим прошлым, сколько необычным акустическим эффектом. Еще одно удивительное место старого Свияжска – это его Рождественская площадь, где мы сейчас и находимся. Здесь в стародавние времена проходили общественные собрания, гуляния и даже казни. И уникальная его особенность в том, что здесь, стоя в самом центре круга площади, наблюдается необычное эхо, как будто бы стоишь либо в церковном соборе, либо в пустом помещении. Многие пытались разгадать это физическое явление, но так не нашли ответ на вопрос ни в древности, ни в настоящее время. И, наконец, Успенский собор, третий объект ЮНЕСКО в Татарстане. Изящное здание, согласно легендам, создано теми же зодчими, которые построили храм Василия Блаженного в Москве. Собор, впрочем, интересен не только этим. В нем сохранились старинные и по-настоящему уникальные для России фрески, украшающие внутренние стены. На одной из них изображен Христофор Песеголовец, святой, которого в средневековье изображали с собачьей головой. Таких фресок вы не найдете больше нигде в нашей стране. После Московского собора 1667 года все анималистичные изображения святых были запрещены и уничтожены. Вообще вся территория Свияжска претендовала как раз на звание всемирного наследия. Вот. Единственное, ЮНЕСКО достаточно строго подходит к этому вопросу. Желательно, чтобы не было совсем никаких новоделов, чтобы была сохранена история. У них есть определенные разряды, по которому проносят. Поэтому 2 раза было отказано Свияжску. Ну, потому что, к сожалению, история Свияжска, она так же, как история нашей страны, обладает не только прекрасными страницами, да, она обладает и достаточно тяжелыми воспоминаниями, поверьте уж. И тем не менее, это все равно наша история. Поэтому, наверное, это сыграло своеобразную роль, понимаете? И то, что Свияжск попадает в зону затопления тогда, когда здесь практически остановилась жизнь, когда у людей толком нет электричества, когда у людей толком нет никаких удобств и условий. Это тоже было. Понимаете, толком нет работы, когда за хлебом ходят на ту сторону Волги. То есть такие периоды тоже были. Недаром же есть период острова, когда его называют островом слез и печали. Поэтому вот было принято все-таки ЮНЕСКО такое решение, что именно Успенский собор, и он действительно достоин, потому что 1052 метра уникальных фресок 16 века, поверьте мне, в России второй пример такой трудно найти. Интересно, что церковь и монастырь при ней практически не изменились с 1555 года. В советский период комплекс храмов успел побыть лечебницей для психически больных, колонией для малолетних преступников и тюрьмой НКВД.